Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу «Про спорт». Ингушский борец вольного стиля Магомед Евлоев, выступающий за сборную Таджикистана по вольной борьбе, стал бронзовым призером международного турнира по вольной борьбе среди взрослых памяти Динмухамеда Кунаева в весовой категории до 79 килограммов. Соревнования проходили в казахстанском городе Тараз. Ингушские джитсеры триумфально выступили на чемпионате мира в Красногорске. Наши спортсмены завоевали 5 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей. Ислам Хазбиев стал двойным золотым призером в весовой категории до 65 килограммов среди подростков в ГИ и в абсолютной весовой категории. Рустам Мациев завоевал золото в категории до 85 килограммов среди пурпурных поясов в ноги. Дени Нальгиев стал обладателем золотой медали в категории до 40 килограммов среди подростков в ноги и серебряным в ГИ. Ингушские таэквондисты завоевали 6 медалей на межрегиональных соревнованиях «Снежный барс» во Владикавказе. Участие в состязаниях приняли более 200 спортсменов из 11 регионов страны. Поединки проходили на 4 татами. Ингушские спортсмены завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали на международном чемпионате Казахстана по джиу-джитсу. Братья Ахмед и Магомед Тангиевы завоевали золотые медали в весовых категориях до 28 килограммов среди обладателей белых поясов. Ахмед Хулагов стал серебряным призером чемпионата в весовой категории до 69 килограммов среди взрослых в ГИ среди синих поясов. Магомед Амин Муталиев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 36 килограммов среди детей в ГИ среди белых поясов. Во Дворце спорта «Магаз» прошел турнир первой национальной лиги НФЛ-2. Несколько часов зрители наблюдали, поддерживали и радовались за своих кумиров. Этого турнира ждали все поклонники спорта без исключения. Его участниками стали победители крупнейших турниров и Олимпийских игр, порядка 20 боев. Об итогах спортивного события расскажет президент лиги НФЛ Гилани Калиматов. Он сегодня в нашей студии. Гилани, ассаламу алейкум. Алейкум. Приветствую тебя в студии программы «Про спорт». Поговорим о недавно прошедшем в нашем регионе турнире лиги НФЛ-2. Такое грандиозное шоу, событие для всех жителей республики, не только для любителей спорта. Были приглашены многочисленные почетные гости, именитые спортсмены. В общем, получилось очень красиво. Было много боев на нескольких площадках, скажем, М1, и борьба у нас там была. Но более подробно ты сам расскажешь. Давай начнем с организации. Насколько сложно было организовать этот турнир? Ну, организация вообще турнира началась за где-то 3 месяца до турнира. В принципе, по окончанию работы ты смотришь, вроде кажется клетка, охрана, ковер. А организатор у нас Добриев Магомед. Мы его все знаем. Человек, который конкурс Корана проводил, плюс первый НФЛ, НФЛ-2. Честно, без него никак бы, наверное. И это очень такая дотошная, щепетильная работа, потому что есть заказы с Москвы, форма, все, и постоянно что-то как-то идет не так. Так что организация, ну, максимально мы подвелись очень грамотно к концу. Давай поговорим о поединках сначала. До борьбы о поединках поговорим. Начал у нас, первый бой у нас был, наш спортсмен выступал Ибрагим Аушев. Очень резкий парень, очень быстрый бой был, и соперник его был такой же активный, как и он. Мы помним эти несколько моментов, было там такие жесткие моменты. Да. Тебе не кажется, что он задал вот этот тон? Все-таки очень важно, когда первый спортсмен выигрывает из наших, и он задает тон и настроение, и настрой последующим спортсменам. Он получил бонус за самый лучший бой. Очень зрелищный. Это, понимаешь, когда 2 конкурентоспособных, всегда у них происходит такой зрелищный бой. Вот на первом НФЛ, наверное, ты помнишь, Янарсанов, Шахабуддинов, прямо да. Бой вечера. Тоже жесткий бой был, да. Очень. Из-за этого прям четко получилось, да. Последующие поединки, вот касаемо выступления именно наших бойцов, что бы ты хотел сказать, какой бой тебе запомнился больше всего? Разные бои. Так, на Мальсагова, к сожалению, Белхароев проиграл, но это часть игры.
Лаки панч никто не отменял, никто не застрахован от этого. Ну, Мальсагов недолго задержался, скажем, в октагоне, он прям сразу первым же. Да, Мальсагов такой очень коренастый, хороший, жесткий боец. Да. Я думаю, к третьему НФЛ мы ему прям такой очень конкурентоспособный. Ну, мы ему искали просто прям, знаешь, с хорошим рекордом. Ну, там, знаешь, как вот в конце они все то слетает, то травма у кого это. Мгм. Сложно ли было организовать на одной площадке вот эти вот, можно сказать, два турнира, да, одновременно? И касаемо выступления наших, что скажешь? Все-таки это как-то впервые в мире вообще делается так, то, что и ковер, и ММА. Мы не отрицаем то, что зрелищное все равно сегодня, понимаешь, сегодня мода задает свой тон. прогресс в жизни, понимаешь. И да, популяризация олимпийских видов спорта, они немного спали. И вот это смешанное, то, что ММА это прям так шумно, эмоции. И когда человек много эмоционирует, он же тоже немного устает. И борьба прям так, прям все успокаивались, замирали и смотрели. Да-да-да. И очень хороший контраст. Уже более получился. спокойно получается. Да. Это как в новом виде спорта сейчас, шахбокс. Да. Один турнир, один раунд в боксе и один раунд в шахматах тоже. Они успокаиваются, сосредотачиваются и потом опять к драйву возвращаются. Не могу не отметить и выступление Александра Емельяненко. Тоже он был приглашен на этот турнир, участвовал, не дал он никаких ему шансов. Прям минута 30, по-моему, минута 40 продлился этот поединок. Вообще, можем ли мы сейчас сказать, что тот Александр Емельяненко уже снова вернулся к нам? Ну, я, смотри, за Александром Емельяненко я в плане прям с прайда за ними наблюдаю. Мне интересно. Конечно, это опытный боец, он набирает форму, прям очень хорошо набирает. Сам, по сути своей, у человека очень хорошие гены, потому что так быстро восстанавливаться, это практически, я не знаю, прям на нем заживает все. Я надеюсь, на НФЛ 3 и НФЛ 4 уже мы сделаем очень громкий бой. Думаю, НФЛ 4 все-таки. Будем ждать, будем ждать. Да. Мне кажется, у турнира НФЛ несколько целей. Одна из них — это, конечно же, проведение вот этого мероприятия, проведение турнира, подготовка площадки, дать возможность спортсменам выступить, показать себя. И вторая цель, мне кажется, это популяризация, да, видов спорта. В данном случае нескольких видов, это борьба и ММА. Я почему говорю, после каждого турнира у нас, допустим, вечер бокса, да, вечер бокса прошел, и среди молодежи такой интерес появляется. Очень много молодых людей устремляются там, в спортивные залы и хотят там боксом заниматься. В данном случае, мне кажется, тоже это произойдет. 20 лет своей жизни я отдал спорту. В плане, да, немного занимался, приехал домой и прямо смотрю пустые залы и набрал соседских ребят на полковра. И, можно сказать, 5-6 лет в школе ОСШ номер 4 мы работали в этом зале. Потом, как Руслан Белхароев закончил карьеру, я ему дышать не дал, говорю, сборную надо поднимать, у нас ни одного сборника. И вот так мы затянулись, можно сказать, ну, честно, смотри, вот лет 6-7, у нас ставка была 4500. Мы работали на 4500, у нас не было ни воскресенья, ничего, все было посвящено борьбе. Со временем, когда у нас стал победитель первенства России, призер, это Евлоев Байсар, Евлоев Мухаммад, конечно, уже Харсиев Алихан Анатольевич позвал нас. Понимаешь, сейчас каждый человек открывает зал, потом выходит куда-нибудь в магаз и начинает всем качать то, что поддержки и согласия. Слушай, поддержки ты должен заслужить, а заслуга в спорте — это твои результаты. Да, у нас чемпион страны и призер страны, на Европу, мир люди отобрались. Это уже большой результат. При том, что мы выставляли команду в 12 человек на первенство России, а это надо отобраться через первенство СКФО, хотя бы в пятерку попасть. Так что спорт, он мне не чуждый. Сегодня я зашел в ММА, совместил с борьбой. И получилось красивое зрелище.
после первого НФЛ я общаюсь с тренерами ММА, я не всех их знаю, но около 2000 молодых ребят наплыв пошел. Понимаешь, ты можешь говорить про спорт, все равно все мечтают быть олимпийскими чемпионами, чемпионами UFC. И вот этот стимул, который открытый, он всегда им нужен, потому что мир такой сегодня. Все идет в медийке от того, что ты как-то, ну, может, ты какой-то старовер, но это личная тема, которая остается тебе. Все хотят медийности. Соответственно, эти ребята пашут, мне их не труд, чтобы не пропадал, чтобы рекорд шел, чтобы эти же ребята мотивировали остальных. И это вот такая площадка, которая лесенка, и ты вырастаешь. Самый такой долгожданный и важный вопрос, я думаю, что и многих телезрителей это тоже волнует этот вопрос. Когда будет НФЛ 3? Смотри, мы вот вчера примерно Добриев, Гулиев, Эльджеркиев, ну, команда наша НФЛ, руководство, мы собрались, сидели, и мы решили закинуть в Инстаграм, в соцсети голосование. Ингушетия, Самара, Краснодар. И мы будем смотреть. Просто Самара — это город, где я учился, у меня там есть знакомые, друзья, которые готовы меня поддержать. Плюс там есть такая лига, как OpenFC, Гурьянов, человек, который около 5-6 лиг создал. Вот Хабиба Нурмагомеда, Eagle FC, он тоже создавал. Ну, такой прям грамотный парень. В принципе, я и с ним могу совместный турнир сделать. Ну, сейчас как проголосуют, может, третьим или в Ингушетии, или Краснодар, или Самара, будем рассматривать. В любом исходе зарабатывать пока с этого не получается. Мы своими силами вкладываемся. Есть, Но только начало, поэтому... Да, есть несколько неравнодушные люди, которые тоже в эту игру входят, помогают. Неравнодушные, понимаешь, не к поднятию моего имени, или это все-таки национальная бойцовская лига, она у нас одна. После битвы в горах и битвы нартов у нас такое затишье было, Да. можно сказать, затишье перед бурей. И мы хотим сейчас дальше разогнаться. У нас есть на 5 турниров вперед идеи. Я их не озвучиваю, чтобы не сглазить. Ну, идеи такие, которые никому не залетали, в принципе. И в любом исходе вот это свой момент будет держать. Потому что даже матч-боец к нам прям зашел бесплатно. И в любом исходе все каналы же платные, мы понимаем. И когда такие ты делаешь громкие бои в плане, и они тоже солидарны, заходят, помогают тебе. Как-то так. Да, конечно. Но было бы хорошо провести этот турнир, следующий НФЛ 3 у нас в республике, также во Дворце спорта Магаз, потому что нашим зрителям, нашим болельщикам, как показывает практика, это очень нравится. Мы видели эти бурные овации, только трибуны были полные, и поэтому будет немножко жалко их обделить вот этим вот зрелищем. Я тоже об этом думал, тем более мы хотели бы прокатать больше наших ребят, чтобы у них как-то профессиональный рекорд начался. Неважно, они завтра в НФЛ будут выступать, это вообще не важно. Пусть они в других лигах выступают, раскручиваются. Ну что ж, на этом все, Гилани. Баркалди Ариасхал, желаю удачи, успехов в проведении важных для нашей республики турниров, побольше нам всем чемпионов, и пусть все будет хорошо у нас. Баркал Ариасхал. А теперь дальше спортивных новостей мира и России. Петербургский СКА одержал победу над Сочи со счетом 5-4 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет континентальной хоккейной лиги. Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов возобновит карьеру в 2025 году. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший готов к бою против блогера Джейка Пола при выполнении определенных условий. Лос-Анджелес Лейкерс со счетом 115-113 обыграл Голден Стейт в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Футболисты мадридского «Атлетико» со счетом 2-1 обыграли «Барселону» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне. Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив Кубань» со счетом 69-65 обыграли московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Российские дзюдоисты завоевали 10 золотых медалей в финале международного турнира Russian Judo Tour. Соревнования прошли на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Участниками зимних российско-китайских молодежных игр в Южно-Сахалинске станут по 112 спортсменов каждой из национальных команд. Игры пройдут с 8 по 14 января. В программу вошли 9 олимпийских видов спорта. На этом наша программа подошла к концу, но мы обязательно вернемся через неделю с чем-то новым. Следите за нами в социальных сетях. Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, не стесняйтесь связаться с нами. Мы ждем вашей обратной связи и готовы быть лучше для вас. Будьте в отличной форме и до встречи в следующем выпуске.